В прошлый раз мы не попали в Петергоф. Ну, в тот раз не попали, в этот раз точно попадем. Да, и не только туда, у нас, между прочим, большие планы. Да, и не забудь проголосовать там. Ну, молодежь, все успеть хотят. Это ж как вы в другом городе проголосуете? Все просто. Мы заранее оставили заявление на портале госуслуг. Главное написать заявление, и ты включен в список избирателей по месту твоего нахождения. Так, все, ребят, полетели, а то опаздываем. Давай я тебя к себе положу. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. Если вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения, снимите факт на видео и отправьте в модуль «Наша Якутия» по адресу nashayakutia.saha.gov.ru. При составлении уведомления, заявки укажите место нарушения, категорию нарушения, ваши контактные данные. Отправить заявку вы можете сразу после съемки или в удобное для вас время в течение 5 суток с момента фиксации нарушения. После отправки ваша заявка будет рассмотрена модератором и направлена в управление ГИБДД Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия. Вы сможете следить за ходом рассмотрения и узнать о принятом решении в отношении нарушителя. Важно! Не используйте телефон во время управления транспортным средством. Это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Что нового появится в твоем городе? Сквер, парк, красивая аллея или фонтан? Прими участие в голосовании по федеральному проекту «Комфортная городская среда». Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан и Ленск. 18 марта. Выбирать тебе. Информация о голосовании на избирательных участках твоего города. Женщины. Они такие разные. Добрые и нежные, смелые и целеустремленные, хрупкие, но в то же время сильные и уверенные, непостижимые в своих контрастах. Женщины. Они объединяют и ведут за собой. 18 марта выборы президента России. Приходите всей семьей. Традиция – это то, что объединяет поколения, делает семью крепкой и дружной. Традиция ходить на выборы всей семьей – то, что придает семье уверенность в будущем. Выборы – хорошая семейная традиция. 18 марта. Выборы президента России. Приходите на выборы всей семьей. Якутск сегодня. Жизнь столицы. Слушай и смотри. Радио Тетим на волне 107,1. ТВ-канал Саха-24. Добрый день. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня» и в нашей студии гости. Кандидат педагогических наук, психолог-консультант по семейным и детско-родительским отношениям Элла Савитова. Элла, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы нашли время прийти сегодня в нашу студию. И вы гости не только нашей студии, но и нашей столицы. Я думаю, что по праву можно сказать, что ваш приезд – это большой подарок всем родителям нашего города, по крайней мере, тем, кто хочет как-то разобраться с проблемами, которые в любом случае возникают у каждого родителя и у ребенка. Потому что всегда для родителей этот опыт случается впервые ведь. Просто некоторые родители, возможно, они идут от той модели, которая была в семье их родителей, и повторяют ее. Может быть, осознанно, может быть, неосознанно, может быть, просто потому что не знают, как еще можно по-другому. И только некоторые родители обращаются к специалистам за помощью. Но мне кажется, что когда возникают проблемы между родителями и детьми, то, на мой взгляд, дети пускай идут, играют в парк, на детскую площадку, а родители пускай идут к специалисту, взрослому, и лечат голову. Но я думаю, что вы считаете по-другому, потому что вы работаете с детьми. Когда к вам приводят родители детей и говорят о том, какие возникли у них сложности и трудности, вы остаетесь один на один именно с ребенком. Почему? Ведь дети – это отражение родителей, это зеркало родителей. Или я совсем не права? Спасибо. Вы знаете, я придерживаюсь такой точки зрения, что есть дети, есть родители, и есть то, что между ними.
И, наверное, сферой моей деятельности является как раз приведение ситуации семейных отношений, детско-родительских отношений к балансу, к гармонии между мамой, папой и детем. А, безусловно, этот баланс, он связан с тем материалом, который наработан уже к моменту встречи со мной. Вот, и часто родители опускают руки. Вот, дети совершенно уверены, что у них все в порядке. И это такой классический случай. Дитё 9 лет, двойки, что-то там. А ребенку все нравится? Его все устраивает, у него все прекрасно. Его не беспокоит его учеба. Она беспокоит, зато она очень сильно беспокоит маму или папу, потому что учителя звонят родителям. Вот. А у ребенка все прекрасно. Так, может быть, ребенок и прав, потому что, и бог с ней с этой учебой. В общем-то, эти школьные знания, там половину выходишь, уже не помнишь. Самое главное же, чтобы ребенок был здоров, чтобы он чувствовал себя хорошо, чтобы он умел вступать в коммуникации и со своими сверстниками, и со старшими людьми. И ничего, если он по каким-то предметам не успевает, может, они ему просто и не пригодятся потом. Вы знаете как? Мне кажется, что школьный возраст от 7 до 14 лет – это время, когда формируются навыки. И не важно, что ты там учишь, а вот способен ты учиться или нет. И если эти навыки прививаются, то в дальнейшем взрослый человек может заниматься разными видами деятельности. В течение жизни может поменять не одну профессию. Он более свободен, у него есть трудолюбие. Вот. Поэтому, если говорить о обучении в школе, то это, в принципе, это дело ребенка. Может быть, тогда есть смысл прокачивать взрослую часть в ребенке, пусть уже даже самом маленьком, которая будет отвечать за ответственность, за то, что он пошел в школу, и он свои вопросы со своими одноклассниками, с учителями и с оценками решает сам. И вот, допустим, такой договор родителей и детей, что вот если нас не тревожит из места твоего обучения, из школы, да, то все отлично, ты сам справляешься, мы тебя тоже не трогаем. Может быть, вот так тогда? Или прокачать взрослую часть в ребенке это очень сложно, потому что ведь многие взрослые уже по паспорту люди живут совершенно нормально без взрослой части. Вы знаете, вот вы начали наш разговор с того, что многие семьи живут по образу и подобию тех семей, из которых они вышли, и не считают необходимостью обращаться к специалисту. Тем более вокруг психологии есть очень много недоразумения. Психологов путают с психотерапевтами, которые используют лекарства,